Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Хайрат Кудайберген, и по многочисленным вашим просьбам я сегодня расскажу вам о топ-5 моих любимых книг, которые помогут вам в бизнесе. Пятое место у нас сегодня занимает книга Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи». Это трилогия, которую должны прочитать каждый. Интересная книга, которая рассказывает вам о том, как правильно ставить цели, как их достигать и как перебороть трудности. Я думаю, это будет книга, с которой вы потом будете постоянно ложиться спать, просыпаться и пытаться ее дочитать до конца. И, конечно же, наверное, она вас очень сильно вдохновит. Четвертое место в топ-5 моих любимых книг я сегодня отдаю Гладуэллу Малькольму и его произведению, которое называется «Переломный момент». Эта книга расскажет вам о 4 психотипах людей и позволит вам определить себя, кто же вы все-таки по своему психотипу, и как правильно направить себя в то русло для того, чтобы получить максимальный результат. Очень интересная книга, которая покажет вам очень много разных примеров о том, как быть эффективным, как сделать правильные поступательные шаги для того, чтобы заручиться, скажем, поддержкой тех или иных людей, как правильно презентовать себя, как показать себя, как выгодно продать себя. И эта книга будет полезна для тех, кто уже начал бизнес и начинает его развивать больше и больше. Третья книга в топе моих книг, это, конечно же, одна из моих любимых книг Теодор Драйзер и книга «Финансист». Книга, наверное, будет очень интересна теми людьми, которые увлекаются, для тех людей, которые увлекаются финансами. Кстати, это одна из любимых книг Нурсултана Абишевича Назарбаева. Книга рассказывает о молодом финансисте, которого зовут Фрэнк Каупервуд, и рассказывает о его пути, как он проходил путь становления как финансиста, как он покупал акции, развивал их, про брокерский бизнес, да, рассказывает о том, как правильно сделать правильные вложения денег и получить максимальную выгоду, о том, какими проблемами он столкнется, и о том, как обычные, так скажем, его любовная страсть влияет на его бизнес. Второе место в этом списке топ-5 я сегодня бы отдал книге моего любимого автора Уолтера Айзексона и его книги «Стив Джобс». Эта книга потрясающе описывает жизнь Стива Джобса, современного гения, который создал такую корпорацию, как Apple. Вы узнаете такие подробности, о которых не рассказывает никто. О том, что Стив Джобс был на самом деле приемным сыном, о том, как Стив Джобс сколотил свою империю, как в одно время он оказался, совет директоров убрал его из управления компанией Apple, как он создавал Pixar, как он создавал компанию Next и что его сделало по-настоящему сильным. Советую прочитать эту книгу абсолютно всем, для того, чтобы получить максимальное вдохновение и узнать, каким же характером должен обладать настоящий лидер. Номер 1 книга в моем топе на сегодня, которая может вас вдохновить на новые успехи, это же 48 законов власти Роберта Грина. Книга, которая описывает, значит, мастерской игры, игру фаворитов при дворе Людовика XIV. На самом деле политические игры тех времен и политические игры, которые ведутся сейчас, они ничем не изменились, но при этом вы можете использовать и адаптировать его для того, чтобы быть сильнее. Он рассказывает о том, как в правильном русле, наверное, направлять себя, как делать сильнее, как избежать хитрых сплетений, которые постоянно могут вас направить на то, чтобы вы прогорели, да? То есть игра фаворитов. Эта книга поможет вам узнать, какие хитрости, какие законы, вот 48 законов, которые позволят вам быть всегда в фаворитах, быть лидером и, конечно же, помогут вам избежать подводных камней, которые могут учинять для вас другие люди. Очень интересные книги, которые я вам советую всем прочитать, которые вас, несомненно, вдохновят. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал, делитесь этим видео с вашими друзьями и, надеюсь, оно было для вас полезным. Читайте, развивайтесь и будьте лучше. В этом ваш успех. Спасибо.